Всем привет, я Кристина. Меня зовут Агнес. Сегодня мы рисуем замечательные яркие футболочки специальными текстильными красками Креол и Декола. Из каких-то дополнительных материалов зажимы специально используем, чтобы футболка не скользила. Водичку в пульверизаторе, синтетические кисточки и специальный карандаш по текстилю фирмы Дивана. Все материалы доставлены фирмой Кунсти Хобби. И начинаем. В первую очередь берем какую-нибудь или картонку, или какой-то пластик и подкладываем под футболочку. Под футболочку или внутри? Внутрь. Вовнутрь футболки. Потому что когда мы будем рисовать, краска может просочиться и просто запачкает, будет неопрятный вид на задней стороне футболки. Фиксируем такими специальными металлическими собачками. Их же также можно купить в Кунсти Хобби. Чем карандаш отличается от обычного карандаша? Он достаточно мягкий, не тянет ткань, потому что я пробовала и обычными простыми. Не очень удобно, ткань тянется и неопрятно выглядит. И достаточно легко стирается. А почему мы используем не обычно акриловые краски, а краски именно для текстиля? Эти краски примечательны тем, что их можно стирать. То есть после нанесения, после высыхания необходимо с изнаночной стороны прогладить утюжком, и краски выдерживают стирку. У разной фирмы все на этикеточке написано от 30 до 60 градусов. То же самое и контуры. Специальные контуры дают красивые, может быть, какие-то надо узоры сделать или тонкие линии. Мне нравится фирма Декола, там очень много блесток. Кристина, ты мне поможешь дорисовать? Обязательно. Наши эскизы готовы. Теперь с помощью пульверизатора увлажняем поверхность футболки. И потом можно наносить краски, они будут красиво и интересно растекаться, расплываться, и такой акварельный эффект будет. Но это все по желанию. То есть если вы как-то задумали, что она у вас будет Четкий контур иметь. четкий контур, как-то четкие края, четкие границы, можно и не использовать, но как вариант я вам покажу. Достаточно много воды ты кладешь, смотри, что прямо мокрая такое должно быть, да? Да. Чем более увлажненная футболка, тем более как-то растекаться, как-то расползаться интересно. Живо будут краски. Синтетические кисти наиболее удобны, потому что мягкая белка, пони, колонок, они все-таки больше для акварели, и сами краски достаточно тяжелые. Если взять щетину, например, она будет агрессивно работать по футболке. Тянуть ее, наверное. Футболка будет, да, перетянута, где-то, может быть, как катышки будут появляться. Синтетика очень мягкая, очень пластичная. Мне очень нравится. Я бы советовала начинать со светлых каких-то тонов, или же просто брать, например, акриловую краску по текстилю, разводить с водой. Есть серия Опак, это по темной ткани, и они достаточно густые. Если вам кажется, что краска очень густая, очень тягучая, можно просто развести дополнительно с водой, и краска будет более легкая. Второй сорт – это Сани. Они более гелеобразные, более легкие и по светлым тканям. На темной ткани они просто впитаются и не будут видны. Эти краски можно смешивать между собой? Да, конечно, безусловно. Как хранить эти краски вообще надо? Они боятся холода, солнца? Естественно, ни в коем случае не в морозилке, не в холодильнике, но и в теплых местах, например, не знаю, на батарее, у батареи, тоже нежелательно, потому что фиксируются они посредством нагревания, утюгом, феном, духовки. И если вы просто поставите баночку на горячую батарею, они просто свернутся, засохнут и потеряют свои свойства. А срок хранения у этих красок есть? Срок хранения, сколько там, я могу год ими не Да, пользоваться? главное их закрыть, потому что если, опять же, они будут стоять полузакрытые и реагировать как-то с воздухом, Они высохнут потом у они меня, просто да? высохнут, и обратно, например, реанимировать их, как, скажем, ту же самую гуашь, залив водой, такого не получится. И потом, если где-то что-то растеклось, потекло, может быть, бывает такое, что получилось не так, как мы хотели, а потекло, не знаю, вправо, а у нас там должна быть четкая линия. Все это можно исправить с помощью контуров. Они будут давать четкую линию, достаточно яркую,
И можно сделать, придумать на ходу какой-нибудь орнамент, какую-то загибульку, завитульку. И получается достаточно порой интересно, интереснее, чем изначально была задумка. Можно делать, кто достаточно хорошо рисует, вплоть до репродукции каких-то картин, кто боится и только начинает, никогда не рисовал, никогда не пробовал. Просто даже надпись, какие-то надписи «Я люблю тебя», «Привет», какие-то забавные оригинальные шутки на день рождения. То есть все имеет место быть. А на теннисках рисовать можно? Можно рисовать вплоть до наволочек, полотенец, еще каких-то предметов домашнего обихода, где позволяет фантазия. То есть все, что текстиль, вплоть до джинсовая куртка, тенниски, кеды, сумки, авоськи для похода в магазин. Все может быть задействовано. И теперь нам нужен фен, чтобы немножко подсушить поверхность, которую мы специально мочили. Можно сушить, можно не сушить, но в данном случае у меня уже краски уже начинают расходиться, как-то не очень красиво смешиваться, поэтому мы это дело все подсушим. После того, как поверхность наша немножко подсушена, чтобы добавить какой-то четкости, какой-то ясности, удобно использовать контуры по ткани, по текстилю двух фирм – Декола и Креол. Сохнет это при комнатной температуре. Но все зависит от того, мочили вы поверхность, не мочили, какой слой краски используете. То есть в течение 24 часов 100% высохнет. Рисунок, в общем-то, готов, контуры мы нанесли, все высушили, все у нас получилось, но в процессе работы всякое бывает, что-то разливается, что-то падает, что-то роняется. У меня здесь капнула немножко краска. Что мы делаем? Можно обыграть. Берем краску, размешиваем просто с водой до более жидкого состояния и специально таким вот образом можно добавить разных эффектов. Очень хорошо, у кого есть дети, делать такие воскресные тематические вечера, взять по маечке, и каждый сам себе или в подарок кому-то рисует. Все по-яркому, все по-летнему. Осталось только подождать, пока футболочки высохнут, и можно носить. Вот такая красота у нас получилась, барашек и космическая птица. Ждем ваших вопросов. Обязательно пишите, обязательно ответим. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч! С нами будет интересно.